Повторяя эти слова на коленях у Айши, скончался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И Айша говорит, что пророк поднял руки к небу и повторял: «Позволь мне быть в судный день вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах». И когда его рука упала, я поняла, что он скончался. Это был тяжелый день. В этот день мусульманами овладела такая скорбь, что Анас ибн Малик, человек, который 10 лет был слугой пророка, сказал: «Клянусь величием Аллаха, что тот день, когда пророк, изгнанный из Мекки, прибыл в Медину, прекраснее и яснее этого дня для мусульман не было никогда. И клянусь величием Аллаха, не видели мусульмане дня более мрачного и плохого, чем день смерти пророка. И вот такой пророк скончался среди нас, пытаясь привести нас к единству». Аллах говорит: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Вот так Аллах восхвалял пророка. В день взятия Мекки Абу Бакр ас-Сиддик пришел к пророку и привел с собой своего отца. Это был глубокий, сгорбившийся старец, который в то время еще был язычником. Абу Бакр привел его к пророку и сказал: «О посланник Аллаха, это мой отец, и он хочет принять ислам». И когда его отец протянул руку и взял руку пророка, чтобы произнести шахаду, Абу Бакр заплакал. И когда у него спросили, почему он плачет, он сказал: «О посланник Аллаха, я вспомнил твоего дядю, Абу Талиба, который, несмотря на то, что ты сказал ему: «Ты же мой дядя, мне тебя жаль, прими ислам», умер, так его и не приняв. Как же ты сильно хотел, чтобы он уверовал. И я подумал, хоть бы на месте моего отца оказался твой дядя, потому что ты так сильно этого желал. И поэтому, вспомнив эту печаль, которая тобой овладела, тогда я заплакал». И эти сподвижники, которые так сильно любили пророка, в этот день были очень подавлены. Они почти обезумели от горя. Умар ибн аль-Хаттаб не знал, что ему делать. Он не хотел принимать то, что пророка больше нет. Он говорил: пророк не умер, он ушел на время к Аллаху, как уходил пророк Муса, когда ему не спосылалась Тора. Он должен вернуться. И Абу Бакр пришел, и не слушая никого, люди просили успокоить Умара, направился прямиком в комнату, где лежал пророк, поднял накидку, которая лежала на нем, обнял его, заплакал, поцеловал его лоб и сказал: «Ты был прекрасен при жизни, и также прекрасен и после смерти. Одна смерть, которая была неизбежна, тебя постигла. Но клянусь Аллахом, смерть не постигнет тебя дважды. Отныне ты будешь вечно живым в райских садах». Потому Абу Бакр вышел и попросил Умара сесть и успокоиться. Умар отказался и сказал: «Я отрублю голову любому, кто скажет, что пророк умер». Настолько он был подавлен и не понимал, что делает.
И когда Абу Бакр понял, что он не успокоится, он произнес шахаду, воздал хвалу Аллаху и обратился к людям. О люди! Те, кто поклонялись Мухаммаду, знайте, Мухаммад умер. Но если вы поклонялись Аллаху, то Аллах живой и не умирает. Аллах говорит в Коране: Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Мы же должны любить его так же, как мы его любили, когда он был жив. Должны также любить его сунну и религию, которую он проповедовал. И Умар ибн Аль-Хаттаб говорил, что в тот день он забыл про этот аят, забыл, что он вообще был ниспослан. Аят, который они слышали много раз, где говорится, что пророк должен умереть. И после того, как его прочитал Абу Бакр, говорил Умар, и я понял, что это правда, что пророк действительно умер. Я не смог устоять на ногах и упал. Вот такое было горе, и таким тяжелым был день смерти пророка. И пророк покинул нас. За ним ушли и его сподвижники, и много хороших людей. О люди, любим ли мы этого пророка? Если мы его любим, то мы должны любить религию Аллаха. Если мы его любим, то мы должны любить его сунну. Аллах говорит: в посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день, и премного поминает Аллаха. Клянусь Аллахом, если мы любим пророка, мы должны следовать его сунне. Клянусь Аллахом, если мы любим пророка, мы должны любить друг друга. Если мы любим пророка, мы не должны расстраивать отношения друг с другом, не должны разделяться, должны оберегать его сунну, должны оставить обиды, оставить вражду, должны следить за нашими детьми, за парнями и девушками, которые находятся за пределами республики, чтобы они не совершали харам, уберечь их и остановить. Мы должны бояться Всевышнего. Если мы любим посланника Аллаха, мы не должны враждовать из-за того, что одни выходят после рузба, джум'а, не совершив дзухар намаз, а другие его совершают. Клянусь Аллахом, если мы любим посланника Аллаха, мы не должны убивать друг друга только потому, что кто-то молится с покрытой головой, а кто-то нет. Клянусь Аллахом, говорил пророк, для меня не может быть ничего хуже того, что вы будете убивать друг друга, враждовать друг с другом, рубить друг друга мечами. Он говорил это прямо перед смертью. Представь, что он, умирая, обращается к тебе с этими словами: оберегайте женщин, которые под вашей опекой.